Всем привет, народ! Давненько не вышел в эфир. Причина выхода в прямой эфир. Немножко тоска. Вот. Сегодня правил 3 ножа. Так, и завтра у всей страны 1 мая. С теми поздравляю всех. На данный момент, на 20 мая, участников 2. Поправлюсь, 3. Вот. На данный момент только 3 участников. И должен сказать, хорошая новость сегодня. В апреле мы помогли юной девушке. Она стала чемпионом. 2 золотых медали, чемпионка России по шашкам среди женщин. С теми ее поздравим. И дальше она 5 мая уже будет выступать в Европе. Кубок Европы. Так что пожелаем ей удачи. Вот. Пока у меня новостей так. Так, ну чё, кому сказал, апрель подходит к концу. Долгожданный список. Так, и попрошу. На днях буду демонстрировать Бадаю. Праздничные дни. Так, еще буду демонстрировать поварской ножик. Вот. Очень интересная сталь. Самому интересно. Вот. Сегодня я заковал эту сталь. Так. И на днях будет перо. Кухонным ножом. Заказчик ждет. Ему большое за это спасибо. Ну вот, насчет Сереги с батареей ждем. Жду, когда откроется переправа, когда я получу газовый горн. Наконец-то приедет. И всячески буду показывать обзорчик. Все будет делаться руками. 100%. Никаких молотов. Но сталь у нас очень-очень такая, не скажешь редкая, но в наших краях точно редкая. И должен заметить, она капризная. Немножко будем попотеть. Запросто она нам не сдаться. Это я чувствую своей кожей, как говорится. Так, ну, в эти дни конкретный. Так, еще один ножик отправлю. В общем-то, сколько осталось-то? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. И тогда уже
Да я уже давно приступал и к майским заказам. Практически остается всего ничего. Еще один ножик по гарантии. Человек ждет. Могу сказать, осталось всего ничего. Вот. И за гарантию тоже буду отправлять. Так что пока у меня новостей такие. Пока не сделаю, на охоту не пойду. Вот, и в эти праздничные выходные я хочу уже приступить к зарубке дерева, усадьбу. Вот, чтоб после 9 мая засыпку сделать, и уже буду привезти металл. Фундамент, металлокаркас будем варить, не варить, но все равно привезти надо. Ну, потихоньку буду приступать к стройке. Стройки века, ребята. Так что не сомневаемся, не унываем. Остается всего ничего 20 дней до лотереи. Вот, ребята, 20 мая у нас совпадает с понедельником. Вот, так что давайте проведем 19 воскресенье. Вот, все-таки воскресенье, человек дома, все-таки в субботу, возможно, он работает, а вот в воскресенье он точно отдыхает. Так что 19 мая будем проводить лотерею ножа. 2 ножа. Вот. И в скором времени я уже представлю их. И вот в комментариях прочитал насчет тестов. Хочу на днях провести тестик между CPR и RVL 34. Убить, не убивать до конца точно не сумеем, но некоторые уже изъяны найдем. Тестик будет простой, быстрый. Не будем там гвозди рубить и так далее. То, что я делаю, ну, максимально буду снимать и показывать. Сравним. Но минус будет длина клинка и вес будет разные. И обух тоже будет... нет, дол будет тоже разный. Так что будет некоторые нюансы, но уже на взгляд уже будет видно, кто из них круче. Right. Вот. Это будет в эти майские воскресенья, надеюсь. Ну, визуально сравним. Визуально. И должен сказать, что я уже до этого сказал, что фирмой Берлер не работаю. Так что у меня мало остается Эльмакса. И в будущем уже будем переходить на другие стали. Вот, в данном случае RVL, CPR, Neolox, CPM. 4 вида. Да, еще можно добавить тут PGK. 5 видов сталей. Вот, но RVL уже показала немножко некоторые минусы. Здорово. Вот. И что она немножко берет ржавчина там, где есть, то есть остались темные места, можно сказать, маленькие окалины.
там она появляется. Если ножик, внутри ножны, в влажном атмосфере, она имеет такой вот, некоторый такой вот есть. Это нельзя скрывать, да, и с Эльмаксом тоже бывает, это не исключено. Это зависит, не зависит, подчеркиваю, от термички. Это зависит только от качества стали. Норвел, я немножко расскажу про сталь. Она, естественно, заморская. Вот. Но дилер, поставщик фирмы Дерен. Вот. И я очень должен сказать, тесно сотрудничаю. Генеральный директор, начиная и термиста, и менеджера, с всеми знаком, общаюсь. Так что насчет стали у меня сомнений вообще нет. Ребята приветливые, отзывчивые, спрашивают, что да как. И на днях я одну партию уже заказал, тоже РВЛовскую. И следующая партия будет в середине мая, надеюсь. Вот. Приобрету, но уже более толстую. Почему? Потому что тонкая она гибкая, но на обухе получается меньше 3 даже. Вот. 2,7, 2,8. Вот. Это имеет очень большой плюс, во-первых. Во-вторых, имеет очень, надо сказать, приятную гибкость, особенно рыбакам. Вот. И, наконец, в-третьих, вес человека, то есть меня, мне почти 9,0. Лукавлю 8,6. Вот. Но весной, наверное, сейчас на охоту похудею немножко. Ну, по 90 где-то, да. И она запросто выдерживает мой вес. Вот. И обратно пружинить, обратную свою форму обретает мгновенно. Что и доказывает, что это качество стали отменное. Некоторые стали, тут можно и поспорить по термичке. Если термичка неправильная, конечно, она не будет уже вернуться в своей старой форме. Вот. А я уже его изучил. Так, ну когда я был там, аж помню. Ну вот, сразу апрель тютю, почти месяц уже. Вот, так что за этот месяц могу сказать, полностью изученная сталь. Вот, она не очень капризная, поддается. Вот. А что касается ЦПР, она сталь похожа на 95-ю, похожа, но имеет очень большую вязкость. И она имеет, благодаря вязкости, благодаря фосфора, переющую кромку грызет конкретно. Но мы это проверим, снимем на шмелик и посмотрим, что да как. Вот, это нет, ЦПР. ЦПМ-ка уже мы прошли. Вот. И остается PGK. Ну, наслышан. Самый большой минус: ржавеет, темнеет. Это минус. Да, режущую кромку держит. Да, вязкость имеет, удара прочность имеет, но не имеет мало у него там хрома, ну, поэтому поддается ржавчине. Но если есть желающие, без проблем,
Но я из PGK хочу делать бадаю. Бадаи. Вот. Они, ну, во-первых, она обух будет 5 миллиметров. Она ударопрочная. Мощная такая будет бадаи из PGK. На то, что я уже сделал по заказу. Вот. И его будем тестировать. Ну, посмотрим, что он покажет. Но я уже знаю, что он покажет. Вот. Итак, друзья, в эти дни все убедились. Процесс идет, не останавливается. Вот, как говорится, заказ приходит и сразу заканчивается буквально. И я призываю всех, у кого есть магазинчик охотничий и так далее, к партнерству. Кто хочет работать, вот, по оптовой цене, цены и металлы какого вида, уходите на личку, обсудим, общую цену найдем. Вот, и будем распространять ножики по всему миру. Вот, ко мне после выставки вышли, ну, интернет-магазины, какие-то предложения, алло, фотографии, потом исчезли. Вот, будем по старинке. Если желаете приобрести, продать у себя в своем магазинчике ножи настоящие от Бурдыка, без проблем. Коробочки с сертификатом, все как полагается, пакетики. Буду отправлять изделия в вашем магазине. Договоримся за это время, за сколько-то количество, обязуюсь, и будем рассчитываться. Ну, можно и через ИП, без проблем. Вот. От вас требуется только ваше желание, как бы. Здравствуйте. И прикинем, призываю всех к сотрудничеству. Кто желает, второй день праздника, поздравляю. Призываю всех, вот, кто занимается этим, хочет заняться этим. Вот, прикинем, созвонимся. И жду заказов от вас, ребята. Заказывайте охотно. Сейчас уже апрельские тютю. Майские остались немножко. После этого уже человек хочет стройку делать. Нужны финансы. То есть заказы. Но если человек заказывает, то будет получать очень быстро. Потому что нечего больше делать. Буду делать только ваши заказы. Все зависит от вас. Вот. И те, которые хотят в рассрочку, без проблем. Ваши условия, любая сумма, любое время. Вот и все. Когда получается вся сумма 100%, получаете ножик. В данный момент уже 5 человек получили наконец-то. Вот. У них и еще осталось, по-моему, 2. На днях будет 3-й новый участник. Ну, это очень удобно. Без проблем. Желанный ножик. И во время отправки можете поменять заказ. Пока не можете поменять и сталь, и ножны, и свет. Что угодно, какой вам нужен. Все для вас, ребят.
А так у нас сезон открывается 10 ночью мая. Ну, грубо говоря, 9 мая. Вот. Ну, до этого я тут конкретно будем заниматься любым делом. Вот, так что охотно заказывайте. Вот, и так, ну, вроде у меня все. С меня ролики. Буду тесты сделать, отправлю. Вот. И некоторые ножики новенькие их остались, сравним. Итак, народ. 3 участника, 2 ножа. То есть они уже получили, как бы получается. Ножи по 500 рублей, ребята. Участвуем. Дату определили. 19 мая. У нас воскресенье у всех будет. Вот. На днях получат ребята, те, которые заказали в апреле. Уже получают потихоньку. И ваш долгожданный ножик приедет к вам на днях. Вот. Так что вот так. Если у народа нету вопросиков, позвольте откланяться. Есть вопросы или нет? Походу нет. У меня так. Всех с праздником. 1 мая. Апрель пока-пока уже.